Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на события будущей недели. Давайте посмотрим, что вас ждет, что в жизни вашей будет. Загадайте, пожалуйста, на себя, задайте вопрос от своего имени, так и спросите, что ждет меня на будущей неделе. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Очень красивый тюльпан у вас вышел и прям, смотрите, тянется в вашу сторону. Ну, это любовное признание. 100% вам признаются в любви. Итак, мои хорошие, в любви можно признаваться по-разному. У кого-то отыграется, что мужчина женщине признается, у других отыграется, что женщина мужчине, а у третьих отыграется, что какой-то вот близкий, родной человек скажет: как же сильно я тебя люблю, как много ты значишь в моей жизни. Там, ты лучшая мама, ты лучшая сестра, ты лучшая подруга, да, ты лучшая дочь, либо сын. Вот какое-то признание очень теплое, очень своевременное. Это признание, оно вас вот как будто бы окрыляет. У кого-то, кстати, это признание, оно очень взаимным идет. Взаимным. Ну вот да, вы тоже чувствуете любовь, и да, вы и ждали этих слов, и надеялись на них, и хотели в ответ сказать. Очень классный знак. Вот. Ну, у кого-то отыграется помимо признания еще и подарок, да, потому что тюльпаны очень часто означают подарки. Подарки, которые выражают глубину чувства. Понимаете, это не просто какой-то бездумный подарок, да? Это подарок, сделанный и с любовью, и выражает любовь. Ну, еще раз говорю, платоническая, ну, либо как бы уже между мужчиной и женщиной. В самом корне рисунка нам показывают, что белый филин над вами летает. Ну, какая-то тайна вам откроется. Тайна, секрет, загадка, да, что-то такое вот необычненькое произойдет. Причем вы не хватаете этого филина, он как будто бы сам на вас спускается. Да? Правда придет в нужное время, в нужный час, в нужный момент, и именно вам. Вот прям как само собой все будет происходить, вот точно какой-то секрет, либо тайну вы узнаете. Ну, вплоть до того, что там случайным образом, а может быть, кто-то придет и скажет: вот не могу больше хранить эту тайну, я должна тебе рассказать, либо я должен тебе признаться. Филин светлый, значит, узнаете о чем-то хорошем, либо о том, что вам поможет в будущем. Ну вот однозначно. Дальше. Песочные часики в ваших руках. Время под вашим контролем. Либо вы правильно распоряжаетесь временем, либо у кого-то еще отыграется, что вы кому-то дадите время на какое-то действие, либо на обдумывание, либо на какой-то уже конкретный поступок. В общем, время на вашей стороне, время работает под вас. И если вы переживаете, что вам вдруг там не хватит времени на какие-то важные дела, планы, затеи, идеи, не переживайте. Время в ваших руках. Оно работает именно на вас. Вот очень, кстати, сильный знак. Еще такими часиками могут указать на то, что ваше время пришло. Знаете, как звездный час. Вот он, ваш звездный час. Он произойдет на будущей неделе. Это время ваше, время для вас, когда вы сможете воплотить либо реализовать то, что давно планировали. Причем без всяких помех. Дальше, с левой стороны, здесь мост. Мост как будто бы вот недостроенный. Может быть, вы с кем-то шли к тому, чтобы сблизиться. В какой-то момент раз и все поменялось. Либо желание пропало, либо человек слишком подозрительным показался. Может быть, сама по себе судьба как развела, да, вот не случилось, не получилось. Я вижу, что с той другой стороны человек будет прилагать максимальные усилия для того, чтобы продолжить строительство этого моста, да, навести мост между вами. Вам, возможно, будет не до этого человека, либо вы уже позабыли об этом человеке, но самолюбие потешит, да, что человек старается, что не хочет вас терять, хочет сохранить максимально контакт
контакт, сблизиться еще больше хочет. В общем, будете наблюдать, да, помогать вы точно не будете, потому что заняты, но мешать тоже не станете, будете наблюдать, и вам это будет приятно. Человек может вам написывать, человек может вас куда-то звать, приглашать, там что-то вам рассказывать. То есть важно с вами все-таки этот мост навести. И еще здесь какая-то пара распадется с левой стороны. Но, опять же, к вам это косвенное отношение имеет. Пара, да, это муж и жена, либо парень и девушка, вот они поругаются, разойдутся. Вот, вы тоже как-то наблюдаете, со стороны за ними смотрите. Я не вижу здесь сожалений, я не вижу здесь каких-то ухов-ахов, что вы такая, о боже, такая красивая пара, и вы расстались. Нет, наоборот, вы как будто бы, может быть, об этом знали заранее. Возможно, вы говорили этим людям, что они друг другу не подходят. Возможно, вы предсказали уже, да, что они расстанутся. Но в любом случае событие, вот оно налицо. И вижу, что вы как бы, да, говорите, я знала, я чувствовала, я видела. Да, вот как себе туда плюсик к своей интуиции поставите. Возможно, кто-то, да, напомнит, что вот ты же помнишь, ты говорила, что они парой не будут. И вы скажете, да, так оно и было. Ну вот как кто-то расстанется, либо разводиться начнет. В общем, об этом будут люди говорить, и вы тоже будете об этом то ли слышать, то ли говорить. Кто-то будет наблюдать. Так, вас кто-то чем-то укрывает. Как укрывает. Укрыть — это значит позаботиться, это значит защитить, это значит проявить доброту в отношении вас. Кто-то неожиданный вас укрывает. Вот от кого? А от этого человека вы в принципе не ждали. Это может быть и начальник на работе, да, который поведет себя очень благородно, по-доброму. Возможно, это просто какой-то знакомый человек, который для вас что-то сделает, о вас позаботится. Ну, это неожиданно, но очень-очень приятно. И у вас на этого человека как глаза открываются. Вы думаете, блин, ну такой хороший человек, да, почему мы не общались, либо почему я там как-то в стороне держалась от этого человека. В общем, как-то по-другому будете смотреть, и человек вот именно проявляет в действиях, не на словах, что вот я для тебя все, что хочешь, а именно конкретное действие. Вас укрывают. Вот как будто бы вы замерзли, и вас чем-то теплым укрывают, вот как теплым пледом укрывают, как заботятся о вас. Прям даже ребенка в себе почувствуете, да? Ребенком, о котором заботятся. Так, вот здесь какие-то какашки. Ну, вот что вижу, то и говорю, да, это действительно вот похоже на какашки, и они с вашей стороны. Кто-то вам может подсунуть неприятность, да. А если у вас есть дома животные, то, скорее всего, какашки к какашкам, да. Животное может себя некомфортно чувствовать, да, может быть проблемы с ЖКТ, и, в общем, ну, вы поняли, да, чем это может закончиться, обернуться. Ну, животное, оно на то животное, чтобы хозяин о нем заботился. Вот. И также у кого-то отыграется, что именно тот, от кого вы не ждете, может какую-то неприятность вам преподнести. Да, человек может подвести, что-то не сделать, либо сделать неправильно. В общем, начудить может. И вам придется с этим разбираться. Да? Вам придется это все, значит, подтирать, убирать, вычищать. Вы извините за такие новости, но раз вас предупреждают заранее, да, вам нужно об этом знать. И еще тупой нож показали. Нож, который не режет. Нужно наточить ножи. Может быть, в прямом смысле слова. Да? Это важно для вас, да, чтобы вы себя комфортно чувствовали, либо какой-то объем работы домашней сделали. Ну и также речь может идти о том, что не стоит терпеть. Если кто-то на вас там срывается, позволяет себе лишнее, то терпеть не стоит. Нужно наточить нож и показать, что вы сможете себя защитить, что у вас тоже острый язык, да, вы тоже можете и словесно за себя постоять. Но тоже с вашей стороны тупой нож показан. Так, и еще какое-то приглашение, от которого вы будете отказываться, но по итогу вас то ли уговорят, то ли уломают. Вот как-то так мне идет. Сначала вы такая, да нет, не пойду, там ничего интересного для меня, зачем мне время тратить. Но когда вы окажетесь в том месте, куда вас там позвали, пригласили, вы просто ахнете. Такая атмосфера, красота, доброта,
внимание к вашей персоне. Ну, у кого-то свидание такое пройдет, у кого-то, может быть, мероприятие, может, на концерт вас куда-то позовут, может быть, еще в какое-то другое место. Вам так будет хорошо, так повеселитесь, прям душу отведете. Вот давно таких ярких событий в вашей жизни не было. Так что вы там хоть и отказываетесь, но не сильно, чтобы вас могли уговорить. Вот явно не пожалеете о потраченном времени, о том, что вы вот согласились и пошли. Так, кто-то из вас будет много писать. То ли вы какие-то планы будете записывать, то ли какие-то бумаги будете заполнять. Но вот писать вам придется много. Большой объем вот именно такой работы, когда вы пишете. Пишете, прямо аж немножко бесить вас станет. Да, вы скажете, как так, в мир компьютеров, технологий, зачем мне писать? Ну вот какая-то необходимость возникнет. Но вот не идет, что вы какие-то бумажки будете заполнять. Видно, для вас важно, раз вы сидите кропотливо и каждую там буквочку выводите. Дальше. Большой листочек клевера, но он с левой стороны. И здесь вот вам нужно как шаг какой-то сделать, чтобы этот листочек себе сорвать, либо получить. То есть рискнуть, либо сделать что-то, чего от вас не ждут, для того, чтобы вам повезло. Само по себе везение и удача не придет. Нужно будет постараться, да, сделать какой-то шаг веры, шаг надежды, шаг в пустоту, грубо говоря, да, для того, чтобы этот листочек клевера получить. Но он очень большой, и поверьте, риск в данном случае он оправдан, и оно того стоит. Вот сами себе будете благодарны. Ну, а если вы не решитесь, да, придется по старинке засучить рукава, да, и какие-то дела потихонечку делать. Дальше. Мужчина и женщина как никогда едины в каких-то мыслях, решениях, либо поступках. Прям друг друга очень славно поддерживаете. Вы можете быть мужем и женой, вы можете быть мать и сын, вы можете быть отец и дочь, вы можете быть два коллеги, например, на работе, да, мужчина и женщина, коллеги. В общем, вы классная команда, и вам с друг другом очень легко. Думаете вы одинаково видите ситуацию и понимаете друг друга без слов. Прям, знаете, можно сказать, идиллия, да, между вами такая идиллия образовалась. Дальше. У вас дороги слева внахлёст идут. Это говорит о том, что вы за один выход из дома, как в разных местах побываете, либо в принципе у вас так и будет получаться, что ездите по одному делу, потом вас переадресовывают, перенаправляют, и вы специально будете так планировать свой день, чтобы вот как с двух зайцев убить, да, одной поездкой двух зайцев убить. Это, конечно, классно. И да, вы будете делать свои дела и быстрее, чем обычно, но это утомительно. Ноги могут гудеть, голова может идти кругом, как-то утомляться будете. Мне идет от таких, значит, маневров. Попытка сэкономить время, она все-таки чревата тем, что вы будете легко утомляться. Вы тогда хотя бы высыпаетесь. Ну, либо раньше отходите ко сну, может быть, какие-то ванночки для ног делаете. Вот, расслабляющий, может быть, какой-то, ну, если есть возможность, там, массажик поделайте. Потому что уставать будете больше, чем обычно. Ну и делать будете тоже больше, чем обычно. А вот здесь какая-то конкуренция показана. Причем вы-то ни с кем не конкурируете. Это, скорее всего, вас в конкуренты записали. С удивлением это поймете. И как вас затягивают в какую-то борьбу, например. Да? Вот, а ну-ка давай-ка, кто кого, кто за что, кто сильнее, кто лучше там. Кто должен быть номером один. Вот вижу, что не напрягаясь, вы своих конкурентов, ну, так называемых конкурентов, просто вот за бортом оставляете. Очень будет много недовольных, но с другой стороны, даже если они недовольны, они признают то, что вы лучшая. То есть люди сами напрашиваются на конкуренцию, сами же получают, а потом сами же обижаются и сами же признают, что вы лучшая. Здесь вот как огромная единица, и она ваша по жизни, понимаете? Ну вот нет никого лучше, чем вы. И даже ваши конкуренты в попытках это оспорить, это признают. Да? Как остудите их пыл, чтобы больше не лезли к вам. Дальше здесь у вас попугай. Гадание на песке попугая не самый лучший знак, а еще с вашей стороны он вышел. То есть вам придется себя почувствовать именно таким попугаем, который должен кому-то постоянно что-то напоминать. Мужу
детям, каким-то нерадивым сотрудникам. Вот постоянно вы одно и то же говорите. Уже язык болит, а вы все говорите. Да? Ну вот с таким контингентом столкнетесь, да, который там с 1-го, с 10-го раза вообще не понимает. Может быть, там с 100-го хоть как-то начинает доходить. Ну, что поделаешь, да? Ситуация требует правильных решений. Если человек невменяемый и просто не слышит, то нужно все-таки докричаться. Да? Вот ваше ощущение, что я превращаюсь в попугая. Так, еще мне показывают какую-то женщину, которая вас на что-то будет склонять. На какую-то поездку, покупку, действие. И эта женщина, вот ей хоть плачь, да, но нужно, чтобы вместе с вами. Значит, мои хорошие, дело очень неблагодарное, либо событие какое-то неблагоприятное. Эта женщина, она либо глупенькая, либо она это делает специально. Да? Я не буду ставить на всех клеймо, потому что у кого-то отыграется, что женщина глупая. Да? Она не понимает, на что она вас подталкивает, не понимает, на что сама идет. А у кого-то отыграется, что да, злой умысел, и она это делает специально. В общем, она за вами хвостиком ходит и говорит: давай. Вот когда это начинается, посылайте ее на 3 буквы. Не стоит вам с ней связываться и не стоит делать то, что она просит либо предлагает. Но вот явно ничем хорошим это не закончится. Как по минимуму это дурное настроение, да, неприятные последствия, как по максимуму и денег вам это будет стоить, и кучу еще проблем себе наживете из-за нее. Вот. У кого-то женщина по глупости вам это предлагает, у кого-то по злому умыслу. Вот. Вы уж там сами определяетесь. Но не стоит с ней соглашаться, не стоит делать то, что она у вас просит. Дальше перышко показали. Перышко хороший знак, легкость обещает. Ну и также перышко — это защита и воля высших сил. Перышко с уклоном вправо идет и закрывает какое-то извершение, вот как вулкан извергается. Что-то начнется и быстро закончится, либо что-то начнется и вы быстро с этим справитесь. Ну, извержение вулкана обычно как ссора какая-то, да, либо выяснение отношений, либо вот проблема такая, знаете, вспыхнула ярким пламенем и лавой, да, потекла. Вот. Вы, главное, не бойтесь, здесь вулкан небольшой, но взрыв, конечно, может быть громким. Тут либо высшие помогут, ну, либо вы легко с этим справитесь. Вот. А может быть и то, и другое, да, и помогут, и вы справитесь. Вот. За голову не хватайтесь, желательно успокоиться, просто вот, да, критически оценить ситуацию, взяться и сделать. Дальше. Еще здесь показано, что вы много как-то улыбаться будете. Но вот я не пойму, что это за улыбка. Улыбка, потому что вам приятно, либо улыбка такая с сарказмом. Но улыбок у вас очень много, что справа, что слева. Вот прям, знаете, уголки губ, да, показаны. Ну, дай Боже, чтобы вы улыбались от хорошего, да. Не надо вам этого сарказма, пусть будет хорошее, от того, что вам приятно. Так, мужчину еще показывают. Мужчина, который хочет вам понравиться, но все делает как-то наперекосяк, неправильно, какие-то тяп-ляп, понимаете? Странное что-то, смешить вас будет. Смешить, и вы видите, что он старается, очень даже замечаете, но чем больше он старается, тем хуже получается. Вам даже как-то жалко станет этого мужчину, захочется вот как помочь. Дальше показаны большие сумки. Большие тяжелые сумки. Ну, это к покупкам, это к приобретениям. Возможно, не одна покупка, не в один день вы будете все это покупать, приобретать. Но вот домой вы приносите тяжелые большие сумки. Может, несколько раз подряд, может, каждый день будете приносить. В общем, покупки, да, и видно, средства есть, и покупки есть. Кстати, вот про деньги вообще ничего не показали. Даже намека нет. Возможно, для вас это будет не главным, ну, либо, вот знаете, все пойдет в рутине своим чередом. Если там положена зарплата, она придет. Если положен аванс, он придет. Там положена пенсия, она придет. Но, в общем, не показали. Так, и еще какой-то удивительный момент, который врежется вам надолго в память. Этот удивительный момент, он связан с тем, что вы что-то делаете. Вам то ли что-то понадобится, вот какая-то необходимость возникнет, и вы вот буквально подумаете и сразу это получите. Что конкретно, я не могу сказать, но здесь просто шок, здесь удивление и даже какая-то мистика присутствует.
Ну, а может быть, и дома что-то у вас произойдет, и домовой ваш для вас постарается. Может быть, это будет где-то, да, происходить, и ангел-хранитель для вас постарается. Вот вижу, как запрос. Вот мне это нужно, и вы буквально сразу же это получаете. Такой удивительный момент, долго об этом будете думать, и даже у кого-то волосики будут на голове шевелиться при мыслях, да, об этой ситуации. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.